4-летний мальчик разбился, выпав из окна 9-го этажа. Трагедия произошла в Стерлитамаке. Известно, что ребенок находился дома с матерью, братом и годовалой сестренкой. Пока мама готовила на кухне, малыш взял стул и поднялся на подоконник. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия. По данным Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, это уже 6-я смерть с начала года в результате падения из окна. Виной тому москитная сетка. Как обезопасить детей, разбиралась Айгуль Хатыпова. Сыну 3 года, конечно, страшно, я очень тревожная мама. У Алины Шобуховой 3-летний сын и 2 шебутных кота. Одной за всеми не усмотришь, признается девушка. Поэтому и безопасности молодая мама уделяет особое внимание. В предыдущей квартире тоже мы предпринимали, так скажем, попытки ограничить ребенка от окна, убирали и стулья, ставили детские замки, но это уже сами ставили. С начала года погибли уже 6 маленьких детей, еще 17 получили травмы. Эти кадры с камер видеонаблюдения были сняты в марте. 5-летний малыш упал с окна 12-го этажа. Выжил чудом, спас снежный покров. Но чаще происходит по-другому. Большая часть детей с такими травмами умирает еще до приезда врачей. Остальные месяцами лежат в стационаре. Но чаще всего это черепно-мозговая травма, травма позвоночника и травма внутренних органов. При таких тяжелых сочетанных травмах с повреждением разных частей тела приходится не только пролечить в условиях стационара, но и длительная реабилитация. Это может быть не 1 месяц, не 1 год, может быть реабилитация продлеваться годами. Врачи предупреждают, детей, выпавших из окон, переворачивать и брать на руки нельзя. Есть вероятность усугубить переломы или повредить внутренние органы обломками костей при их смещении. Свидетелям трагедии медики рекомендуют сразу же вызвать скорую. От подобного случая не застрахована ни одна семья, где есть маленький ребенок. К сожалению, среди травмированных очень много, которые получили черепно-мозговую травму. И эти травмы остаются на всю жизнь и, возможно, потом уже, к сожалению, отразятся на их здоровье, на качестве жизни. Москитная сетка не защита, она лишь создает иллюзию безопасности. Хватит и веса годовалого ребенка, чтобы сетка не выдержала. Это чаще всего и становится причиной падения детей. В жару, открывая окна настежь, родители рискуют жизнью своего ребенка. И даже самая прочная сетка не рассчитана на вес малыша. Есть металлические решетки. Металлическая решетка устанавливается снаружи окна, что обеспечивает, ребенок не упадет. Москитная сетка будет устанавливаться внутри окна, а металлическая решетка снаружи. Поэтому защита детей должна быть максимально надежной. Вариантов несколько. Например, ручка с замком или накладной замок-блокировщик. 1 поворот ключа и раму уже не открыть. Да и стоят защитные механизмы недорого. Главное не оставлять ключ в замке, чтобы ребенок не смог открыть окно. А некоторые застройщики уже сдают новостройки с защищенными окнами. А сейчас застройщик не может сдать дом, пока не установят детские замки. И вот мы как раз въехали в квартиру уже с замками, то есть все это предусмотрено и все защищено. Но какой бы надежной ни была защита, родителям важно объяснять детям, какую опасность представляют окна, и не устраивать на подоконниках посиделки. Куда безопаснее любоваться и изучать природу напрямую, без стекла, на прогулке. Айгуль Хатыпова, Владимир Шевчук. Новости Уфа.